Слово для приветствия предоставляется Александре Васильевне Ачиров, послу доброй воли ЮНЕСКО. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Большим интересом и особой честь впервые быть для меня в этом прекрасном городе, вашей республике, и особенно побывать на таком юбилейном мероприятии, как сегодня. Как человек, который пишет книги, как человек, который очень много читал в детстве и защищал библиотеки, библиотечное дело, потому что 180 лет – это очень большая дата, очень серьезная, продолжительная. И, к сожалению, в нашей истории, в том числе и в начале 90-х годов, и мне приходилось писать очень много писем во власть, поддерживая наши московские библиотеки, потому что я там жила, и региональные, о том, что это последнее пристанище для бедных, потому что всегда в библиотеках России была определена стандартным образом пошаговая доступность книги для каждого, кто хотел ее прочитать. С учетом того, что обрушивались зарплаты, практически люди обслуживали тех людей, которые имели самое большое желание приобщиться и сохранить в себе ту культуру, те знания, которые несут в себе книги. Григорий Эдуардович подчеркнул информационную составляющую современной действительности. Безусловно, это очень серьезная технология, но вместе с тем существуют информационные войны, очень много можно изменить, существует информационная безопасность, как очень большая проблема для наших детей, которая до сих пор не решена. И последствия компьютеризации – это не только положительная возможность решения многих проблем и получения знаний, но это еще те последствия, которые нужно изучить и устранить из природы человека, из человеческого организма. Потому что вопрос, насколько соответствует наше время самой программе человека, самой остросюжетной, в том числе и для ЮНЕСКО во всех ее программах. Что такое книга? Никто и ничто не придумал лучше, чем книга. Как тот мостик преемственности от поколения к поколению, сохранения того самого гуманизма, человеколюбия, любопытства, которое всегда было двигателем того прогресса, в котором участвовали наши предки. И она безопасна, она не несет в себе информационной опасности. И я думаю, что вместе со всеми новыми трендами и тенденциями мы должны поставить ее на тот пьедестал в душе каждого человека и поблагодарить тех, кто продолжает открывать нам это пространство не только трех измерений, а тех измерений, которые возвращают нас в другие времена, которые приоткрывают нам будущее, которые заглядывают в человеческую душу. И я искренне хочу вас всех поблагодарить за то, что вы выбрали себе такую самую почетную работу и при этом сделали себя в глазах тех людей, которые к вам приходят, самыми современными и самыми образованными людьми. Я желаю вам всего самого доброго, счастья и здоровья, и того, чтобы вы содействовали тому, чтобы больше книг читали, особенно молодые, и больше книг писали. Всего доброго. Слово предоставляется Гаязу Владимиру Субьяновичу, доктору педагогических наук, профессору, президенту Академии наук Республики Башкортостан. Уважаемый президиум, уважаемые участники столь значимой конференции для нас, позвольте от имени Академии наук Республики Башкортостан приветствовать вас столь, еще раз повторяю, значимым событием в нашей жизни, потому что сегодня представить науку без библиотеки, а в какой степени, может, даже библиотеки без науки невозможно.
Результатом научной деятельности является научное знание, а научное знание всегда фиксируется в форме книг и в форме очень хороших изданий, которые становятся потом основанием, базисом, фундаментом для развития всего общества. Не было бы этой нашей сегодняшней библиотеки, не было бы нашей истории в том объективном виде, в которой она сегодня существует. Не было бы этой библиотеки, не было бы устремлений вперед, потому что, зная историю, зная, что у нас было, зная, как мы развиваемся, как развивались, мы уже строим новые концепции развития и наших очень хороших шагов в будущее. Уважаемые коллеги, мы думаем, что вот то сотрудничество, которое имеется сегодня между академическими нашими учреждениями, самой академией и библиотекой, Национальной библиотекой Республики Башкортостан, они настолько плодотворны, они сегодня являются собой пример, как можно работать сообща, как можно достигать очень высоких, больших высот в определении приоритетов развития нашего общества. Разрешите поздравить вас от очень большого количества наших ученых. У нас сегодня более 2000-3000 докторов и почти 10 тысяч кандидатов наук, которые трудятся в разных сферах нашего общества. Поздравить вас и пожелать вам успехов. Я думаю, что такой большой, крупный юбилей, который мы сегодня отмечаем, на самом деле он достоин того, чтобы еще раз обратить внимание на жизнь библиотек, на труд работников библиотеки. И я думаю, что, естественно, мы должны принять очень хорошие шаги в этом направлении. Еще раз с праздником. Желаю вам успеха. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре, соруководителю партийного проекта Библиотеки России, доктору философских наук, профессору Зугурей Камалу Ахматову. Уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги, от имени Комитета Государственной Думы по культуре разрешите поздравить нашу национальную библиотеку с таким красивым и добрым юбилеем и всех, кто здесь сегодня присутствует, кто пришел на праздник нашей библиотеки, с наступающим Днем работника культуры. Год культуры и год литературы в корне изменили наше культурологическое мышление. Не только наше культурологическое мышление, но и государственное мышление. Оказалось, что культура и ее квинтэссенция, душа и дух литературы — это духовные скрепы, которые так нужны сегодня нашему обществу и которые смогут сотворить действительно гуманитарное чудо, потому что библиотека, книга — это окно в многомерный мир духовности, человечности, в мир добра и красоты. Книга делает нас добрее, человечнее, умножает в нашей жизни человеческое в человеке, как бы сказали философы. К сожалению, когда-то наша большая страна с ее огромным библиотечным фондом была самой читающей. Сегодня, к сожалению, мы идем немножко неудобно, но за Индией, Таиландом, Китаем, Филиппинами, Чехией. Постепенно человек, современный человек, который действительно тянется к интернетной культуре, отчуждается от книги. Ему так удобнее, ему так легче. И задача современной библиотеки сегодня — сделать чтение модным трендом, особенно среди молодежи. Доказывать каждому, что человек читающий — это человек грамотный, это человек, который умеет анализировать, который умеет правильно общаться, который умеет понимать не только себя, свой мир, но и мир другого человека, потому что многонациональная литература, она всегда была связующим звеном между разными народами, потому что башкиры, татары, украинцы, чуваши, они входили в мир большой культуры и российской,
и и мировой культуры именно через литературу, через русский язык. Поэтому, несмотря ни на что, на то, что у библиотеки сегодня очень много конкурентов, это интернет, прежде всего, который предлагает самые разнообразные формы, скажем, организации досуга, причем читательского досуга. Современная библиотека сегодня не сдается. Как мы говорим, живая, традиционная книга, она была, есть и будет. Библиотека сегодня меняет свое лицо. И правильно это делает, потому что иного выбора нет. Нужно бороться за читателя. И мы видим, и как наша национальная библиотека сегодня преобразовывается. Это не просто книгохранилище, книговыдача. Это такой мультикультурный, просветительский, досуговый центр. И всегда в библиотеке, так же, как и в других библиотеках нашей большой страны, народ, молодежь. И несмотря на то, что проблема есть с финансированием, есть проблема с комплектованием, библиотека живет и будет жить. И Госдума 6-го созыва, в частности наш комитет по культуре, делал очень много для того, чтобы защитить книгу, защитить библиотеку. Мы приняли многочисленные законы, которые защищают авторские права, защищают культуру. В частности, приняли очень хороший закон, который запрещает закрывать сельские библиотеки без учета мнений общественности. Это наша заслуга, и мы надеемся, что этот закон будет работать. И сегодня библиотека, она наш с вами помощник и в деле просвещения, потому что библиотека — это не только художественная литература, это и научные знания, это и литературные образы, это и интеллектуальный кругозор, и законодательная власть, и исполнительная власть. Мы гордимся нашими библиотеками, и всегда я, выступая или в другом регионе, или даже за рубежом, я всегда говорю о нашей системе, системе культуры Башкортостана. Это очень здорово. И последнее. Давным-давно, в далеком 15 веке, люди, которые переступали порог храма книги, библиотеки, зачастую могли увидеть надпись над ее дверью: «Всякий, кто сюда входит, не хлопай дверью и не стучи громко ногами. Здесь музы вам этого не простят. Здесь ушедшие разговаривают с теми, кто остался жить». Действительно, библиотека – это не только наше настоящее, это духовный мост, который связывает нас с прошлым. Библиотека – это квинтэссенция того, что хотели нам сказать те, кто действительно ушел, нам, тем, кто остался жить. И поэтому библиотека – это сердцевина нашей культурной жизни, нашей духовной жизни. И наша с вами задача и библиотекарей, и исполнителей государственных заданий, и законодательной власти, чтобы наша библиотека, наши библиотеки жили, творили, работали, соперничали с интернетом и никогда не отдавали им вот эту свою нишу, свою духовную нишу, потому что где библиотека, где живая книга, там всегда душа, а интернет, там тоже душа, но очень маленькая. Еще раз с вас с праздником, успехов и тайны хау,